Ох, ну это очень сложная история, понимаете? Это все равно, что зарождение ребенка, да, вот 9 месяцев, когда ребенок вынашивается, да, что там происходит внутри, непонятно, но он потихонечку как-то растет, зреет и в конце концов появляется на свет. То же самое можно сказать, что происходит и со спектаклем. Сначала появляется некий замысел, непонятно, говорит, вот хотелось бы, наверное, давайте попробуем, давайте сделаем. Потом собирается некая команда, когда уже определяется, а что бы мы хотели сделать, собирается некая команда, это композитор, художник, либретист, вот, и начинается создание спектакля с нуля. Истории потрясающие. Там очень много персонажей, очень интересных. Для меня вот как артисту, как актеру было интересно, как раскроются наши артисты в этих спектаклях. И когда прошли первые репетиции постановочные, и я видел, насколько наши артисты от мала до великого раскрываются, какие они потрясающие актеры, и с каждым разом они все набирают и набирают актерские. Я просто понял, что это здорово, что у нас и будет такой спектакль, и дай бог побольше сюжетных, интересных, драматических спектаклей в нашем театре. Почему с нуля? Сейчас уже очень редко пользуются вот этой историей с нуля, когда нет ничего. Нет ни музыки, ни живописи, нет. Ну, есть только идея. Вот с этого начинается театр. Когда появляется группа единомышленников, вот, и начинает, кто-то что-то пишет, кто-то что-то рисует. Но, естественно, все стекается к главному человеку, это хореографу, постановщику, режиссеру, который должен воплотить все вот эти вот краски, музыкальная краска, художника, драматурга, прочее. Все это стекается к одному человеку, который должен это все распределить на полотне и создать некую картину. Вот. Да, бывает, легких путей не бывает, это однозначно, понимаете? Когда ты рисуешь, это, я считаю, что работа хореографа одна из самых сложнейших работ. Ему надо что? Сначала создать азбуку, это какие-то движения, потом из этих азбуки создать какие-то слова, потом из этих слов создать предложения, потом из этих предложений создать некое произведение, потом еще все это вместе еще положить в музыку, понимаете? Процесс создания любого спектакля для него – это целая жизнь. И от него исходит такая потрясающая энергетика, которая ты просто физически ощущаешь, как она заполняет все пространство вокруг. Конечно, вы поймите, что когда ты заходишь в труппе там, 80 человек, 90 человек, бывает больше, меньше, да, и вот эти люди стоят перед тобой. Это те живые краски, которыми ты пользуешься. Вы понимаете, что каждый человек считает, что мир должен быть таким, как он его видит. Ну, так, видимо, заведено. А тебе приходится все эти миры, которые перед тобой стоят, привести к одному общему знаменателю, к своему миру. Вот, чтобы что-то получилось. Поэтому, конечно, бывают всякие разные сложности. Но если артист поверил в тебя и пошел за тобой, ну, тогда вся эта тяжелая работа приходит в радость. Козак Көрпеш. Ну, в моем понимании, веселый, смелый, любящий. Одним словом, красавчик. Вот
то, что ты должен показать ревность немножко и злость вот, по отношению вот, к удару. И ну, вот эти вот моменты актерские, да, сложные. Это многогранность образов. Ты должен это показать, чтобы зритель это увидел. Сцена за сценой. Там надо вот выдержать это. Ну, вначале я не выдерживал. Ну, с каждым разом все, выносливость нарабатывается. Балетная труппа меняется, становится и физически сильнее, и сильнее как артисты. Благодаря этой постановке, я думаю, мы растем в хорошую сторону. А сейчас пришло то время, когда артисты уже подходят и говорят, а что с фонограммой, почему она такая медленная? То есть, понимаешь, у них настолько мышцы уже в тонусе, что им кажется, что им можно уже добавить темп. И это классно, они растут. И это видно прямо на каждой репетиции, ты видишь, как они уже другие артисты, они настоящими артистами становятся. Менің осы балеттегі сомдайтын рөлім Қодар, яғни қасқыр бейнесінде. Мен өзімнің махаббатым үшін барлық нәрсені істеуге дайынмын. Бұл жерде көрсетпек өзімнің бейнем қасқыр, яғни қасқырлар қалай, мен солай көрсетемін өзімді. Өзімнің махаббатым үшін күресем. Осы рөлде өте қиын рөл. Әр кезде эмоцияда жүресің. Я исполняю партию Баян Сұлу. Можно сказать так, что для меня эта партия очень особенная, очень глубокая и довольно-таки сложная. И не только в техническом плане, но и эмоциональном. Поскольку, чтобы зритель по-настоящему прочувствовал и понял образ нашей героини, от нас требуется очень огромная актерская отдача. Этот образ, да, мне очень близок, и я по-настоящему сопереживаю нашей героине, потому что она борется за свою любовь, борется до конца, и, к сожалению, для всех это заканчивается трагедией. В этом балете есть и шаманы, и партия старца. Я очень рада исполнять эту партию, это очень ответственно и волнительно. И надеюсь, что зритель по достоинству оценит этот спектакль, что он уйдет после спектакля наполненным и подумает о чем-то большем, о смысле, найдет какого-то близкого себе персонажа или героя в этом спектакле и вдохновиться, воодушевиться нашим искусством. Это всегда ярко, эмоционально, очень трогательно. Мне нравится то, что в этом спектакле ты испытываешь разнообразие эмоций. Тут есть где и посмеяться, тут где есть и ахнуть, тут есть и место для умиления. И, конечно же, в конце очень жалко. Первая репетиция, конечно, была и для них очень тяжело. Дети, ко мне, дети! Дети, пойдемте. Пошли сюда. Смотрите мнение, то есть они все видно. Они сидят. Структура должна была картинка. Когда ребенок Наташа, вы детей собираете и готовите на улицу сюда. Всех в одну сторону, да? Нет, давайте смотрим на улицу сюда. Очень хочется, чтобы у нас появился такой вот настоящий национальный спектакль, с которым мы могли бы спокойно гастролировать не только по Казахстану, по СНГ, но и во всем мире. И настолько это воздействие и таланта самого хореографа, и потрясающей музыки, потому что она тоже трогает. Тут все совпало. И балетмейстер, и актеры, и музыка, и сама эта история. Там нету маленьких ролей абсолютно. Каждый персонаж, каждый артист, который стоит там сзади, спереди, и неважно, он проживает эту интересную жизнь. Да просто хочется живой спектакль, понимаешь, живых эмоций.
А этот спектакль, мне кажется, он сможет так взбудоражить всех зрителей. Я очень хочу, чтобы зрителям понравилось. Атадан балаға мирас болып қалады дейді. Сондықтан бүкіл Есғазаққа белгілі Қозы көрпеш баян сұлу спектаклі, балеті біздің театрымызда ерекше орын алады. Сегодня мы создаем не просто обычный спектакль, это исторический момент, я думаю, для нашей страны и для будущего поколения. И я думаю, это важно. Создать свое искусство, которое было бы не безразлично зрителю, приходящего к нам на спектакль. Я надеюсь, что они будут в восторге. И очень надеюсь, что очень такая будет долгая, счастливая судьба этого спектакля в нашем театре.